Всем привет! Меня зовут Нина Шивина, и я председатель молодежного парламента Татарстана. И сегодня, 27 апреля, я вместе с вами хочу отметить наш профессиональный праздник – День российского парламентаризма. Уверена, историю вам прекрасно дают в школе ваши учителя, и вы знаете, что татарстанский парламент – это Государственный совет. Поэтому я просто поделюсь с вами топ-10 фактов о парламентаризме. А затем расскажу, как можно сделать так, чтобы этот праздник стал и вашим тоже. Заинтриговала? Тогда поехали. Слово «парламент» французского происхождения. «Парлер» – «говорить». Таким образом, парламент – говорящий орган, своего рода голос общества. В Великобритании он называется парламент, в США – Конгресс, в Норвегии – Стортинг, а в Арабских Эмиратах – Меджлис. И еще много-много названий. Английский и ирландский парламенты по сей день печатают принятые ими акты на веление, бумаги из телячьей кожи. Исторически это было обусловлено тем, что велень гораздо долговечнее обычной бумаги, а сейчас просто дань традиции. Членом немецкого парламента Бундестага с 1979 года является Яков Мария Миршайт, вымышленный политик, представляющий социал-демократическую партию Германии. По легенде, он был придуман еще в 1920-х годах своими однопартийцами, которые не хотели расплачиваться в ресторане и сказали, что Миршайт оплатит счет. Депутат имеет официальную страничку на сайте Бундестага, тщательно разработанную биографию. У него также список публикаций научных работ, а СМИ часто печатают свои статьи от его имени. Журнал Der Spiegel даже вывел закон Миршайда, который связывает результат социал-демократической партии с количеством выплавленной стали в Германии в год выборов. А государство, где действует самый маленький парламент в мире, находится в океане на Каролинских островах. Это федеративные штаты Микронезии. Однопалатный конгресс этого островного государства состоит всего из 14 членов. 4 сенатора избираются по одному от каждого штата сроком на 4 года. Еще 10 представителей избираются от одномандатных округов с примерно равным числом избирателей каждые 2 года. Все члены парламента беспартийные, потому что в этой стране просто нет партийной системы. Такое небольшое число народных представителей в парламенте можно объяснить тем, что население федеративных штатов Микронезии составляет немногим более 100 тысяч человек. А теперь поговорим о российском парламентаризме. На начальном этапе становления парламентаризма на Руси устанавливались вечи, собрания, на которых обсуждались злободневные темы. Вечи, конечно, не может называться народным представительством в современном смысле этого слова, так как в нем участвовали только знатейшие боярские семьи – 300 золотых поясов. Однако тот же Новгород знал представительную систему и на более низком уровне. Город делился на концы улиц, и здесь действовали, соответственно, кончанские и уличанские вечи, занимавшиеся вопросами местного самоуправления. 27 апреля. Да, именно эта дата была установлена в честь празднования, так как по старому стилю в 1906 году 27 апреля начала работу Государственная Дума Российской империи, первый в истории страны демократический институт. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет. Интересно, что первая Государственная Дума просуществовала всего лишь 72 дня. С 27 апреля по 8 июля 1906 года. Она провела лишь одну сессию, приняла 2 законопроекта и свыше 300 запросов о незаконных действиях правительства. За этот короткий срок период парламентарии успели отменить смертную казнь. Народный депутат Фарид Хайруллович Мухаммедшин, тогда заместитель председателя Совета министров Республики Татарстан, 5 июля 1991 года на сессии Верховного Совета был избран председателем Государственного Совета Республики Татарстан. На этом посту он сменил Минтимера Шариповича Шаймиева, вступившего в новую для системы государственной власти республики должность президента Татарстана. Фарид Хайруллович возглавляет республиканский парламент и в настоящее время. С 30 марта 1995 года по 18 марта 2020 года Государственный совет Республики Татарстан принял 2111 республиканских законов. В 2004 году была создана Общественная молодежная палата, а в 2019 году впервые был создан молодежный парламент при Государственном совете Республики Татарстан, председателем которого является Шивина Нина Константиновна. Это я. Голосовать за членов молодежного парламента могли жители возраста 14-30 лет. А открытое голосование за них проходило на портале госуслуг. Состав молодежного парламента Республики Татарстан – это 100 человек, из них 45 представителей муниципалитетов, 35 представителей общественных организаций и 20 самовыдвиженцев. Внешне мы кажемся очень солидными. У нас даже есть свой кабинет в Государственном совете. Мы ходим на заседания в костюмах,
Но на самом деле мы не намного старше вас, и наша единственная задача – это представлять интересы молодежи в Государственном совете Республики Татарстан. Вообще, Госсовет является постоянно действующим высшим представительным законодательным органом государственной власти. Он избирается сроком на 5 лет и состоит из 100 депутатов, возраст которых должен быть старше 21 года. Сейчас у нас уже действует 5-й созыв Госсовета. Он избирался по одномандатным округам, это 50 человек, и по партийным спискам также 50 человек. К ведению парламента относится принятие и внесение изменений в Конституцию Республики Татарстан, законодательное регулирование по предметам ведения Республики Татарстан и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов в пределах их полномочий. Вообще, говоря простым языком, то народные избранники, если они замечают прореху в законах, они поднимают эти вопросы на заседаниях, и если проблемы действительно есть, то в этом случае законодательная инициатива должна пройти правовые процедуры, и после этого, после голосования, уже вносятся изменения в законодательство Республики Татарстан. Что же такое молодежный парламент? Молодежный парламент – это консультационный орган Государственного совета в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи, создания условий для молодежи, создания законотворческой деятельности, участия молодежи Республики Татарстан в движении российского молодежного парламентаризма. Какие задачи молодежный парламент ставит перед собой? На самом деле задач много. К примеру, это максимальное информирование молодежи о государственных мерах поддержки, ведь тоже жилье по социальной ипотеке или образовательные гранты, они есть, и мы хотим вам о них рассказать. Это представление ваших интересов на уровне республики. Мы собираем от молодежи обратную связь, анализируем проблематику, предлагаем механизмы решения. В апреле этого года на очередном заседании мы поднимали вопрос качества дистанционного образования, вопрос сдачи ЕГЭ, сессий, защиты дипломов. Кстати, это заседание можно посмотреть на YouTube. Оно вошло в историю как первое в России в онлайн-заседании парламента. На нас равняются регионы, а мы с удовольствием делимся с ними секретами организации такого масштабного события онлайн. В случае, если по проблематике необходимо выходить с законодательными инициативами, то мы отрабатываем этот момент с депутатами Государственного совета. У молодежного парламента, к сожалению, пока нет права законодательной инициативы, но мы верим, что со временем это станет для нас доступным. Если же законодательная инициатива не требуется, то в некоторых случаях мы формируем институциональные проекты молодежного парламента. Так, например, в этом году мы формируем молодежную команду Татарстана, сообщество молодых кандидатов в депутаты. В сентябре 2020 года по всей России будут проходить муниципальные выборы. На сегодняшний день в Республике Татарстан 1107 молодых депутатов. Мы же планируем обучить более 1500 представителей молодежи, как работать с обращениями граждан, как оформлять законотворческие инициативы, и будем помогать им организовывать предвыборные кампании. И, конечно же, молодежный парламент занимается правовым просвещением. Члены парламента устраивают бесплатные юридические консультации, выступают с парламентскими уроками в школах и публикуют интересные посты в своем аккаунте Instagram molparlament.tatar. Кстати, подписывайтесь. На чем мы пишем? Например, знаете ли вы, за какую фотографию в социальных сетях вас могут посадить в тюрьму? Фото на фоне секретных военных объектов карается законом. И незнание не освобождает от ответственности. Поэтому подписывайтесь, мы будем делиться с вами правовыми лайфхаками. Как же можно попасть в молодежный парламент? Нас избрали на 5 лет. Правда, в ближайшее время состоятся довыборы в 9 муниципальных районах. Кандидатам предстоит написать предвыборную программу, пройти дебаты и подготовить заметку на тему правового просвещения. И только после этого они будут допущены до голосования. Такой вопрос, кто идет в молодежный парламент и зачем? Честно, я не могу сказать за всех. Давайте я лучше расскажу о себе. Здесь я была всю жизнь активистом, ходила по олимпиадам, участвовала в благотворительных проектах, никогда не боялась высказывать свое мнение. Мне частенько за это попадало от родителей, от учителей, меня даже вызывали к директору. Но я всегда считала, что правду нужно говорить. Я помню, произошла такая история, когда был 11 класс, и на ЕГЭ мне не хватило баллов, чтобы получить 5 по ЕГЭ по обществознанию, хотя я была уверена, что я написала все хорошо. Конечно же, я подала на апелляцию, и в тот момент, я помню, когда я пришла, там было большое количество людей, экспертов, которые утверждали мне, что я не права, но я методично отстаивала каждый свой балл ровно до тех пор, пока не поняла, что этот балл проходной, и он обеспечивает мне поступление в вуз.
И в тот момент я поняла, что если ты идешь по дороге правды, и ты уверен, что это дорога правды, ты должен идти до конца. После этого был институт, студенческий совет, права студентов, выпускали правдивую студенческую газету. Затем была Лига студентов, и в Лиге студентов мы также реализовывали проект «Транспортный грант», обеспечивали молодежных активистов квартирами. Затем у меня появились 2 чудесных сына-близнеца, и я создала сообщество мам Республики Татарстан. И вот здесь я, как никогда раньше, поняла всю глубину проблем молодых семей. Это проблемы пособий, льгот, качество медицинских услуг, образовательных услуг. Вот я в тот момент поняла, могу ли я, человек, которого с детства учили отстаивать свои интересы, не начать помогать тем, кто эти интересы отстаивать не умеет. И я сделала для себя выбор, что я не могу. И сейчас я хочу лучшего для своих детей. Я хочу лучшего образования для всех российских школьников. Я хочу, чтобы было меньше разводов, и дети росли в полных семьях. Я хочу, чтобы люди научились вести конструктивный диалог с властью. Я хочу, чтобы несправедливости в мире было меньше. Очень многие говорят, что это невозможно, что это система, и систему невозможно сломать. Но я всегда задаю им вопрос, а что вы сделали для того, чтобы узнать, правда это или нет? Вы делаете выводы по социальным сетям, по СМИ. А попробовали ли вы как-то изменить мир к лучшему? Вот мы со своей командой попробовали. Мы попробовали сделать это с командой молодежного парламента и увидели с первого шага, что мир меняется. И если вы, так же как и мы, хотите, чтобы мир менялся к лучшему и готовы начать менять этот мир с себя, то мы приглашаем вас войти в команду молодежного парламента, стать нашим консультационным советом. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, пишите нам, участвуйте в наших заседаниях и давайте менять этот мир к лучшему ежедневно вместе с нами. Ну а сегодня, 27 апреля, я поздравляю вас с Днем российского парламентаризма. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, там у нас сейчас запущен конкурс на самый креативный закон. Вы можете помечтать на полную катушку о несуществующих законах и даже получить за это подарки. Там же у нас будут тестирования, виртуальные экскурсии по Государственному совету. В общем, присоединяйтесь. molparlament.tatar. До скорой встречи в социальных сетях. Буду рада всех вас видеть. И да, в следующий раз видео можно будет слушать на двойной скорости. Так вы приучите свой мозг запоминать информацию в 2 раза быстрее. И в том числе будете тратить в 2 раза меньше времени на просмотр видео. Но сегодня я очень рада, что вы осознанно дослушали мою речь до конца. Большое спасибо. До скорых встреч!